Друзья, всем привет! Вы смотрите Nice Дай подкаст, как обычно, в понедельник. Таким вот составом: Дидар Сарбас подкаст, Сула, наш боец Кейзет. Бонжорно. Всем Меня привет. зовут Михаил. И сразу извиняюсь за такой вот мой голос в нос. Я немножко приболел, поэтому буду на протяжении подкаста пить чаек из вот этой вот фирменной кружечки Найза. Кстати, у нас скоро будет завоз нового мерча, появится худи. Так что, если вы хотите худи Найза новую, заходите на сайт Найза ТВ и там покупайте. И там, наверное, тоже есть еще и Почему ты чашки. на меня смотришь, Михаил? Потому Я что не понимаю. Дидар пришел Туда же надо смотреть, наверное, нет? Дидар пришел в футболке Найза, а у тебя футболка классная, ее отметили все сегодня, очень красивая, но не Найза. Я поэтому на тебя смотрю. Кроме У него сзади написано кроме тебя, никто за футболку ничего со знаком минус не сказал. А я не говорил минус. Ужасный минус это, Михаил. Минус то, что нет Найзы логотипа. Если была бы такая логотип Найза, это прям в плюс пошло. Но у меня тоже есть кружка, как у тебя. Вот, это правильно. Друзья, мы начнем, наверное, изначально поговорим про турнир UFC. На самом деле много турниров было на прошлой неделе, много значимых турниров, много значимых новостей. Но начнем мы с турнира UFC 302. Парье против Махачева. Кто смотрел? Смотрел, конечно, обязательно. Сула. Я думаю, да, пришлось. Я думал, ты скажешь. Смотрел и показывал. Показывали мои друзья. Да. Сурдо, да, Сул, ну как впечатление? материться можно? Запикаем? Да. Нет. Кто сказал можно? Я случайно. Я думал, ты меня проверяешь. Вы сказали, запикаем, я и говорю, как есть. Охуительно, да. Это ты про один бой или про весь турнир? Я говорю только про один бой, я думаю, вообще все остальное было похоже на XY и краткое, а вот один последний бой Махачев и Парье, это, конечно, прям стоило всего этих бессонных часов ожидать этот поединок суперский. Мне вообще ничего не понравилось. Вообще. Просто от слова совсем. Я не знаю почему, но какой-то вообще просто даже не Fight Night UFC это был. Если убрать главный поединок. Да, главный поединок — фантастика. Как я сказал же только что, там 3,14 сдец. Все эпитеты матных слов только на Nice Дай подкаст. А все остальное вообще... Хотя вроде такие хорошие, да, были поединки, вроде, ну, как бы так. Не, я с тобой согласен, ну, не считая там какой-то матной части. В принципе, действительно, довольно скучно получилось. И буквально, ну, бой Ислама Махачева и Дайсона Парье. Вообще за скобку выносим, это хороший был бой. И буквально, не знаю, еще один или два боя было неплохих на турнире, а все остальные были такие решенаторские, скучные. И прям можно было их и не смотреть, и стереть Да, себе память. да. Ты что думаешь, Дидар? Абсолютно согласен. Потому что вот именно главное событие меня разочаровало, наверное, больше всех. Тот бой, который должен был скрасить вот те скучные бои, которые были до, и вот два последних боя, на которых, видимо, матчмейкеры ставили, допустим, ставку, что эти два крутых боя должны, так скажем, ну, взорвать. Плюс я думал, Ника Прайс там сейчас будет что-то вытворять и где-то что-то нокаутирует, как он это любит там. Забыл, как удар называется снизу, когда он на спине бьет ногой. Напомни. Я сам не вспомню, но я понял, апкик называется. Вот, апкик. Я думал, что-то в этом роде что-нибудь будет такое. Блин, все решение, все скучно. Ну, это чисто в стиле Стрикленда. Поединок чисто в стиле Стрикленда. У него, по-моему, все такие поединки. Но не в стиле Непонятно, Косты. короче, тема идет. Да он также и... Я не знаю, это был чистый классический Стрикленд, на мой взгляд. Я от этого поединка тоже не ожидал ничего хорошего. Сразу же было видно. Я почему ожидал? Коста умеет делать шоу. Допустим, с тем же Ромеро, с тем же с Рокхолдом. Он Ну, умеет... видишь, у него должно быть, чтобы бойцу было больше 45 лет против него, тогда он умеет делать шоу. Если ему меньше, типа, то у него проблемы начинаются. Ну, оба, что Стрикленд... Ой, что Ромеро, что Рокхолд, они физически намного крупнее, сильнее, техничнее, чем Ну, им, Стрикленд. Ромеро был на момент боя вроде реально 45, или сколько, ну, около 45, а Рокхолду было около 40 на момент боя с Паул Костой, а Стрикленд, типа, ну, молодой боец, сильный. Вот. Когда он действительно со стариками дерется, у него получается что-то, а когда он дерется с молодыми бойцами, то прям проблема. Я хочу, чтобы Косту отдали на сидение либо Махачеву, либо не Махачеву, либо Чимаеву? Чимаеву, либо Алискерову. А я не думаю, что будет съедение.
Мне кажется, что, во-первых, непонятно, как Барачини борются, Мгм. потому что, ну, пока особо никто... Он переводил как раз Роколда, он был наверху, а чтобы его кто-то переводил и прям его контролировал, я такого не помню. То есть он, в принципе, же тяжеленький, крепкий, и, наверное, его будет сложно перевести. Ну, хотя не знаю тоже. Вот. И плюс он действительно не супер ярко дерется, поэтому я не думаю, что будет какое-то сидение. Наверное, будет что-то скучное, как и, собственно, с Шоном получилось. Ну, не знаю, мне кажется. Может быть, может быть. Или какого-нибудь хорошего страйкера, как Адесаню, чтобы его уже наконец-то там наглухо нокаутировали. Я не знаю, персонаж, который непонятно, что делает в топах вообще. Вы про кого, парень? Про Паулу Коста. Коста. Косту? Вот как он попал в топы? Ну, За счет чего вообще он собирает просмотры, чтобы его стали в мейн-карт? Нифига, он бразил, братан. Там И- сколько их? 250 лямов. Он по-любому бразил, любимый бразил. В этом весе кто, сколько там бразилов у он в них последнее есть? время, по-моему, вообще в Америке живет, но он просто прикольный. У него очень смешной твиттер. Если кто вообще любит твиттер читать, Мгм. то самая, наверное, из бойцов ММА веселая страница у Паула Коста. Он реально с чувством юмора. Но бои у него, конечно, ну, компенсируют, наверное, в обратную сторону его чувство юмора, что уравнивает как-то. Потому что как-то действительно неинтересно смотреть на него в боях, но очень интересно наблюдать вокруг, что происходит. С тем же Чимаевым, когда была раскрутка, Да. очень классно. Да, он же там подрался же, да, они там... Ну да, на они каком что-то они там зацепились. подрались? Они не то что дрались, они там удерживали друг друга. Что-то такое, да. Очень было смешно, но вот. А вот, конечно, когда уже до клетки доходит, то действительно уже как-то не так интересно. Но Стрикланд последние, сколько там, 5 секунд просто перл выдал. Я смеялся, как он начал... Все поединки Стрикланда можешь смотреть последние 15-20 секунд раунда. Все, любой его поединок бери, он чисто первый, вот, допустим, все это время он ходит, такой чук-чук-чук-чук-чук, там плечом, короче, тарится, что-то непонятные удары делает, короче, на опережение что-то раз. Не сильно, не вкладывается, 20 секунд последний вперед у него включается. Классический Стрикланд. Но в этом плане, кстати, прикольно вспомнить его бой с Перейрой как раз, когда он Да. пытался свое карате применить, и в итоге ничего не получилось, он просто упал. Конечно, да, у этой игры есть уровень. Вот Стрикланд, да, если говорить про него, это вот, не знаю, правильно будет сравнение или нет, вот в стиле Хабиба, да, все знают, что он будет делать, он будет идти в shoulder roll, но никто ничего не может ему сделать. Ни Адесanya не смог его перебить, возможно, потому что был на спаде, ни Дюплесси. Вот, по сути, Дюплесси тоже ничего не сделал, хотя там, типа, крутой борец, там, и так далее, это какой-то хороший страйкер, нокаутировал Ну, Уитакера. Перейра смог достаточно просто причем. Ну, у Перейры есть этот имба в виде левого бокового. И он сейчас же у него был в углу. Да. Не, разве сейчас был? Он был нет, до этого в до бою. этого был До в углу, этого. да, у него. Прикольно. Такая интересная история, да, что он сперва нокаутировал, а потом рядом с ним ходит. Да, они вместе тренируются, и прям он говорит, что очень много у него почерпнул. И он ему тоже там, есть видосы, где он помогал ему на спаррингах, объяснял какие-то там нюансы. Мгм. В какой-то момент постоянно Стрикланд же спамил Майя Герри, и в какой-то момент, чтобы показать фейк Майя, он просто подымал колени и шел, я не знаю, как это называется, когда просто колени поднимает и идет в shoulder roll, и это было тоже реально смешно. Ну, это чистый Стрикланд. Чистая его тема. Там, на самом деле, во время их боя много чего интересного происходило за клеткой. Была драка. Вот он. А кто Ну, кстати, их Просто вообще фанаты начали драться, и там... их фанаты лучше бой устроили, Вот, чем ты они смотрел, сами. Да, Реально да. смешной, там такой рыжий чувак с бородой. Он просил, чтобы ему дал другой фанат пощечину. Он такой, давай, слэп me, типа. И Еще потом они начали коситься жестко, падать с этих, со стульев. Да. Вот если что, загуглите «Драка во время UFC 302». Она действительно получилась намного более яркой, красочной. Типа, насколько скучный был сам бой, что люди решили сами устроить себе UFC на трибунах, да? Ну, реально так и есть. Давайте про главный бой. Вы оба говорили, что Махачев проиграет, да, по-моему? Так, но наоборот. Нет, я говорил, что у Пория есть все шансы, и он доказал это. Я считаю, что нет. Человек доказывает, что у него есть шанс, когда он побеждает. Когда человек проигрывает, он не доказывает, что у него есть шанс. Но ты говорил, что Ислам Махачеву просто переедет. Выше у него 2 судей из 3 отдали 3 из 5 раундов. Не, подождите, давайте договорим все-таки про Стрикланда. Там еще было такое булшит судейство. Не, булшит судейство ну да, было. Кстати, да. Нереальное, прям, Один отдал я в шоке, Косте что же, там да? этот... Либо он поставил, либо он, не знаю... Он, наверное, выпил этого секретного сока. Вот, ну, что-то такое. На самом деле, вот, меня тоже это немножко удивило, и это касается и казахстанского ММА, это касается российского ММА, что судьи, они, типа, в домике всегда. Я про это уже много раз говорил, что хочется от судей какой-то слышать после фидбэк, типа, Фидбэк, да. я, типа, поставил потому. А вообще судьи ничего не говорят потом. Еще в UFC хотя бы показывают фамилию судьи, который поставил. В ASA, например, и в НАЗе записки не без имен.
То есть ты даже не знаешь, кто что поставил. И хотелось бы, конечно, какую-то ответственность. Ну, наверное, на меня обидятся многие судьи, я со многими знаком, но все равно. Вот ты, например, вынес какое-то решение, ты должен объяснить людям, почему ты такое вынес решение, а то потом уже сколько вот этих разговоров, что вы неправильно судите, вы то, вы все. Но объясняйте, я не вижу ничего. Вот смотри, Михаил, я тебе хочу возразить, я об этой теме тоже думал. Ну вот если вот возьмем на ИЗУ, да, вот пацаны, судьи наши, Манап, Мухтар, не обижайтесь на меня. Но вот я вот когда вот Найза идет, судейство, и если, короче, сидит, короче, судья у нас Нурбек Мунлыков, я вообще не переживаю за судейство. Потому что я уверен, что у него не то что опыта, у него хватает, я сейчас, знаешь, я у него конкретно учусь. Блин, труба, меня Нурбек очень многому научил. У него хватает смелости взять ответственность. И не просто смело взять ответственность. Туш, вот так вот, все, баста. Оно вот так вот, и оно правильно. Были моменты, когда не Нурбек был главным судьей. И вот именно в таких моментах некоторые поединки проседали. И проседали именно из-за главного судьи. Если мы начнем, введем в практику того, что, допустим, боковые судьи начнут объяснять свои те или иные, допустим, решения судейские, я думаю, это будет во вред их работе, потому что они начнут чувствовать еще ответственность после. Как можно не что чувствовать? ему надо будет, то есть во время судейства он будет уже менжеваться. Блин, вот я увидел это, блин, я ему сейчас, если так сделаю, мне же потом надо будет отвечать. Ну, так и есть. Правильно. Вот, и вот я почему сказал то, что когда Нурбек стоит. Я вообще абсолютно не переживаю. Потому что не все судьи такие. Не все могут взять на себя потом ответственность, когда тебе нужно еще ответить за эти слова. Они могут отлично судить, но когда их фамилия на судейских записках не написана. Есть главный судья, который вот главного судью можно вытащить и сказать, давай ответь, вот почему вот так. Но если мы дадим слово, допустим, этим пацанам боковым, я более чем уверен, что их решение будет уже, они будут думать еще о том, а что я потом скажу. Я вот это вот увидел. Ну, это нормально. И как нет. Ты должен объяснять. Смотри, а тогда почему в UFC нет такой практики, Есть чтобы такая они практика. объясняли? Нет, так вот, я и говорю, надо, чтобы повели. В UFC есть практика того, что каждая записка судей подписана, и каждую записку судей после каждого боя выкладывают. В СНГ-лигах выкладывают иногда записки, но не подписывают, какой судья. Но их требуют, допустим, их оправдаться за те или иные решения. Фанаты потом требуют. Вот был громкий случай с Майком Беллом, который... Но UFC их не обязывает. Давай-ка... Не обязывают. Вот, я говорю про это, то, что когда судья сидит и понимает, что помимо того, что он сейчас, допустим, это увидел, и он написал, а ему еще потом лига будет говорить, давай-ка выйди и начни оправдывать себя, я думаю, вот этот фактор... Нет, мы же не просим оправдать, мы просим объяснить логику вынесения решения. Вот, для того, чтобы объяснить, ты должен пройти тучу разного рода курсов, окончить всякого рода сам, потому что и я, и болельщики... Какой смысл конечно, объяснять? Должен, это нормально. Нет, смысл большой. Вот смотрите, выходят два бойца, оставляя здоровье, что потом условно проиграть, да, несправедливо проиграть. Я считаю, что судьи как раз-таки должны нести какую-то, не ответственность, хотя бы... Главный судья. Все судьи, ты же тоже... Главный судья подбирает... Главный судья не может потом... Главный судья подбирает себе, он их выбирает. Может быть, но главный судья, не знаю, вот я, например, видел такое на турнирах, не буду говорить на каких, идет бой, например, я же часто записываю репортажи, и смотрю, бой идет, а судья, например, в телефоне сидит. Есть, я согласен. Ну, как бы этот судья должен потом объяснить, если ты не подходишь к этой работе, наверное, тебе стоит заняться другой работой. Поэтому я считаю, что самое главное, сейчас тебе, господи, ты меня сбил вот с этой темой, то, что есть какие-то вещи, я вот, допустим, вот идет какой-то поединок в той же Найзу, да, то есть я близок с этой лигой. Раньше были какие-то решения по каким-то поединкам, по некоторым даже нашумевшим. У меня мнение было несовершенно, а я думал, что победил другой боец. И я начинаю с Мунлыком общаться, он мне начинает это объяснять, и я понимаю, что если бы я в этой теме
с ними, вот, допустим, не понимал бы, как что, я бы не понял его слов. Вообще абсолютно. И я так принимаю то, что большинство болельщиков, если им судья начнет говорить, стой, допустим, с тобой. Это как вот теорема наполненности и ненаполненности. Как его, господи. То есть, блин, я ее слышу когда. То есть, я не знаю, как это объяснить. То есть человек должен обладать каким-то образованием. Смотри. Он что-то шарить должен, чтобы ему можно было объяснить. Вот это решение Нормально, было но так, как раз и так, одна из и так. частей образования — это то, что с тобой разговаривают. И если мы говорим именно про бой Шона Стрикленда и Паула Коста, двое судей поставили победу единогласным решением судей Паула Коста. Ну, это единогласное, окей, поставили Да. 4 из 5 А раундов. второй по-моему. один Один поставил, по-моему, 5 раундов Шон Стрикленд, второй поставил 4 раунда Шон Стрикленд, а третий поставил 3-2 Пауло Коста. Да. Как-то, ну, знаешь, когда просто оценки вот так вот, ну, выбиваются вообще из погрешности, из какой-то, хочется спросить у этого судьи, а как ты вообще это решение сделал? Почему ты так считаешь? Ну, это... Вот мне хотелось бы это услышать, потому что я как фанат тоже, ну, там, я хочу понимать. Я, например, читал Unified Rules, они, правда, на английском, но я читал, понимаю примерно, за счет чего формируются оценки. И смотря вот на таких судей, может быть, не стоит их допускать дальше. А вот мы часто видим, что судьи, которые часто косячат, их все равно допускают. Вот смотри, к примеру, вот как ты относишься к такой теме, когда раздельное решение судей — это норм? Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Если близкое решение, то... А вот близкий давайте бой. логически подумаем, посмотрим на эту со стороны математики, да? Возьмем математику. Раздельное решение — это что значит? Это значит, либо два судьи смотрели и в носу ковырялись, Нет. либо один судья не смотрел да, и ковырялся в носу. Сул, либо равный бой. Это такое бывает часто в ММА. Казбек Сагын против Багдата Жубаныша. Бой реально равный. Так. Если ты смотрел условно с одного угла, ты видишь, что наш удар 3D, типа дэмэдж, короче, урон, давление и... То есть он чего-то не увидел. Это... Один судья, либо двое судей чего-то не увидели. Ну, это нормально, поэтому их трое. Вот я и говорю, то есть если с математической точки зрения брать, идеально, когда все трое увидели победу Это или невозможно, они поражение. сидят даже в разных точках. Когда один кто-то чего-то не увидел, это значит, что и вот для этого у нас существует главный судья. Нет, главный судья за это не ответственен. Нет, ну за что не ответственный? Подожди, я не говорил про У тебя, ответственность. ну, ты говоришь, для этого у тебя есть типа 3 судьи. Для этого у нас есть третий судья, главный судья, который Он четвертый. он четвертый судья. Он видит уже всю Он ситуацию. не влияет никак на решение. Он не влияет на решение, но какие-то спорные решения он может принять. Ну, там еще рефери есть. Так-то иногда еще и у рефери спрашивают, когда прям супер спорное. И это спрашивает главный судья. Ну да. Это спрашивают не Ну, боковые это судьи. нет, если мы говорим про оценки, если бой спорный, то тогда возможно, типа, ну, не спорно, если бой равный, Близкий, то тогда да. бывает сплит. Если бывает сплит в бою, как Шона Стрикленда и Паула Коста, значит, судья косячит, потому что все это Один судья косячит. Да. Да. Либо двое. Ну, нет, М. чисто теоретически такое действительно возможно. Вот, но я про это и Я говорю. про то, что чаще Идеальный вариант, когда все трое говорят один и тот же результат. Ну да. Это значит, все Поэтому, трое типа, все три- увидели правильно. Ну да, но я говорю, когда Один бой спорный, чего-то вот пропустил. очень много боев реально в ММА, ну не очень много, есть процент боев значительный, которые в ММА равные бои. Такое бывает, просто равные соперники. Этот чуть больше в этом плане там делает, этот чуть больше в стойке делает, этот чуть больше в борьбе. И, в принципе, сейчас новые правила судят по, дэмэдж, это типа урон, это самое главное, первое D.
Вот, поэтому как бы смотрят же на это все, и с разных углов клетки ты видишь по-разному удары, по-разному их тоннаж видишь. Если ты смотришь там со спины, то это так, если с этой стороны, то это так. Поэтому их и 3, типа, что с каждой стороны смотрят. А главный судья тогда что делает? Он ведь тоже записывает каждый удар. Ну да, но главный судья, ну, он имеет такие же права, как и судьи боковые. То есть он имеет права. Смотри, ну, я не знаю, в разных лигах по-разному, смотри, есть, типа, 3 судьи. Бывает Так. еще, типа, действительно, 4-й 5. главный, Да, там что-нибудь такое. Ну, один в да, клетке. Да, да. Бывает и так. Ну, Нет, бывает... давай, мы сейчас рассматриваем ситуацию, вот UFC. Она примерно такая же, как и в Найзе. Наверное. Ну, в UFC главного судьи такого понимания нету. Как не Есть понимаю? рефери и 3 судьи. Они же объявляют. Они главного объявляют судью. только судей. Просто судьи. Они Там нет. 4, нет, 3 Троих объявляют, Там нет и один такого. рефери. Они просто меняются. По ходу, типа, поединка судьи меняются. вот так вот, да? Я Да. почему-то думал, что Я там просто есть к тому, главный что судья. я хочу какое-то объяснение, потому что вот мне, как человек, который там давно следит, уже, там, не знаю, 15 или больше лет, следит за ММА, и я вроде какое-то понимание имею, читал правила Unified Rules, и я хочу понять, за счет чего вы выносите. Может быть, я действительно что-то не знаю. Вот я хочу, чтобы потом судья сказал так-то и так. А потом просто выходит так, что тот же Майк Белл просто закрыл все свои социальные сети после там спорного боя, по-моему, Шевченки. Просто закрыл все свои социальные сети и типа Да. я в домике. Это мне не Ну, и нравится. плюс там просто Это UFC правильно, я не считаю. имеет влияния правильно. на судьи, потому что тоже это нормально. комиссия. Нет, да, это комиссия независимая. Если там лига будет иметь влияние на каких-то судей, то там уже будет какая-то заинтересованность. Ну, я к тому, что если людям платят бабки, пожалуйста, Да, отрабатывайте эти да. бабки, объясняйте. Ну, ты еще и в сфере развлечений, тебе платят деньги. Но Нет, объясни. тебе же платят деньги не для того, чтобы ты объяснял, а для того, чтобы ты судил. Я бы хотел, чтобы они объясняли. потому Вот, что это иначе уже будет- другое дело. А они вот, несмотря на то, что какие-то ошибки, там, split decision, сколько есть, почему они до сих пор не ввели, Михаил, вот эту тему, когда они платят, они говорят, слушай, братан, вот в следующий раз теперь вы будете еще и объяснять, почему. Я так понимаю, потому что это они комиссия. понимают, что это Нет, будет давление на судью. Нет, Мне нет, кажется, нет. что нет. Сула, там просто есть вот эта атлетическая комиссия, на Ну. которой UFC не имеет никакого давления, никакого влияния, ничего. И они не Ты могут просто... заключаешь договор. Да, Сегодня ты придешь ко мне судить. да. Я тебе на $1000 заплачу больше, ты просто потом ответишь, Они почему сами, мне кажется, ты боятся. принял Кто, то... UFC? Нет, судьи, они боятся, потому что потом, ну, вот реально, кто-то проспал, это человеческий фактор, как бы он везде есть, но надо... Вот, понимать они свою боятся, и вот поэтому они не просят их это делать. Потому Не что UFC в следующий боятся, а раз... судьи боятся. Не, я думаю, то, что и любая лига будет, допустим, к примеру, это будет непредвзятое отношение. Потому что ты здесь не боишься той ответственности непопулярных решений кому-то. Так ты же их Допустим, выносишь вспомни взять всё равно. Казбек Саган и Багдад Жубаныш. Ты же их выносишь. Нифига себе там какая была поддержка у Багдада. А причем есть поддержка? Нет, так ты в любом случае выносишь решение. Да, ты вынес решение, Ну, так и всё и, равно и на оно судей. было непопулярным. Ну, так и все А тебе не обязательно отвечать за непопулярное решение. Это не... не обязательно, но все же видят это решение. Ну, вот они его увидели, но тебе не обязательно рассказывать, объяснять, почему это сделал. Оно пускай будет Я считаю, непопулярно, что надо или оно будет популярно. Вот, смотри, Михаил, и потому что ты считаешь непопулярным, мы по факту видим, что происходит. Можно вопрос? А вот когда в первом бою Головкина, когда... Вот или эта во втором женщина, бою, да? Во Женщина, втором. когда, Во втором. женщина, когда сделала неправильное решение, у вас не было к ней вопросов? Были, конечно, вопросы. Вот, а не хотели бы вы от нее Ну, получить фидбэк? Нет, Почему? не Почему? хотел бы, не хотел бы. Я бы хотел. Мне, Ну, мне я даже- бы Абсолютно, хотел. я понял, про что ты говоришь. Да. Это Женя, как Полоси, да, или как ее Я звали не там? помню, как ее Или звали. как-то ее звали, короче, да, и там было слухов очень много о том, что вполне вероятно Буки там заплатили, и 5-е, 20-е. Нет. И почему, допустим, в боксе разрешают? Есть такое? То, что они потом раз выходят и начинают говорить, я вот принял такое-такое Не решение. надо выходить, потом, не знаю, видео запишите на ютубе. Потому что это как раз-таки, Михаил, неспроста. Это неспроста. Вот эта идея, которую ты говоришь, она приходила миллионам спорю, людей. что Я я- думаю, почему? Да это даже супер для медиа. Ну, я не заявляю свою какую-то Вот, первородство я да, тебе не на говорю, эту что идею. ты мне заявляешь. всё Я не равно. говорю, что ты заявляешь. Я говорю, то, что вот эта вот идея о том, чтобы потом взять судью, поставить перед, допустим, трибуной и сказать, ты, братан, или там, тетенька, почему так сделала? К примеру, Головкин вот побеждал же. Что-то дала там, она что-то дала ему, да? По-моему, Какой-то раунд она неправильно она как-то... И не один раунд, она, по-моему, несколько там что-то... Короче, там Ну, был... неважно. Да. То есть там реально была победа наша Геннадия. Она из-за нее была ничья стала, да, в конце концов. И, к примеру, и они все за это в курсе, то, что это медиа будет вообще просто чудовищно, офигенное для этого. Но почему они этого не делают, Я Михаил? не знаю, я хочу, чтобы Потому что делали. судья будет думать в этом, сидя, считая баллы, он еще будет думать не только за это, он будет думать, Ну, я сейчас приму непопулярное решение.
тут такая Ну, ты же про толпа. вот эту женщину говоришь. Здесь сейчас. какая-то ходит мафиозная группировка, на меня вот так вот давит. Мне потом отвечать Так это? эта Да женщина, пошли ее вы. знают, имя, фамилию. Чик-чик-чик. Но никто не знает, почему она это Хорошо, сделала. пускай она Какая такой. разница? Но ей не надо будет выставляться. Хотя она отвечала даже за это, там что-то там извинялась, что-то такое По-любому было. какое-то интервью потом у него возьмут. Да. Но ее зато не обязывает организация. Хочешь дать интервью? Ну, иди дай. Не хочешь? Мне Пожалуйста, не кажется, давай. всё равно, что если бы я был бы, не знаю, вот действительно организатором какой-то лиги, например, в ASA, судьи потом должны отчитываться перед руководством. Они должны Да. им объяснять. Но не перед публикой. Но я бы хотел бы, чтобы просто этот разговор был публичный, потому что публику надо же тоже просвещать. Если действительно, может быть, я чего-то не знаю, я хочу знать, типа, побольше о правилах. Вот, Вот, кстати, если было ты бы что-то не знаешь, прикольно. ты можешь всегда подойти к примеру. Это вот обычный рядовой чувак, обычному рядовому чуваку. Если он захочет, он узнает. Ну, Он подойдет и скажет, слушай, а как так, а что она говорила? А вот так, вот так, ну, вот так так, будет вот так, 1000 вот человек подходить к судье, а он может записать так. один. Не пост. к этому судье, а через кого-то. Этот Ну, судья никогда не тебе не знаю. ответит. Я считаю, что все-таки это правильно. Ладно, все, судейство. Мы Ну все, да, мы ладно, все много поняли. чего сказано было про это. Я был прав. Да, пишите в комментариях, что Сула прав. Также пишите свои мысли по поводу судейства и отчетности о нем в ММА. Если вы что-то считаете, то мы будем рады почитать ваше мнение в комментариях. Да. Я буду качаться, Игорем. Суле запретили качаться, потому что Я у него буду слишком качаться. большие бицухи. Он уже рвет свои Я все футболки. каждое утро качаюсь. Везде. Везде и всюду. Давайте к главному бою, да, теперь? Или Да, что-то еще да, есть? давайте. О Стрикленду. Ты говорил, что Махачев проиграет в первом раунде. Почему так Я сказал? говорил так, но наоборот. Нет, да я честно Ну, скажу. получается, ты сказал, что Парье проиграет в первом раунде. Он проиграл в четвертом. В пятом. Я, во-первых, сказал, что Паре проиграет досрочно. Только что сказал, ты сказал так, но наоборот. Наоборот, наоборот, в пятом. Наоборот, значит, Парье проиграет. И в пятом. Вместо первого, пятый, наоборот. Нет. Ты сказал Махачев в первом, а я сказал Паре в пятом. Ну, типа наоборот. Короче, Подожди, у меня есть давай. доказательства. У меня есть доказательства, Сула. У меня есть Давайте доказательства. там это монтаж сделайте. Вы увидите, как Михаил говорил, что Махачев проиграет. И просто во всем монтаже, типа, я просто говорю постоянно, Махачев проиграет, Махачев проиграет. Нет, я был уверен, можете посмотреть предыдущий подкаст, был уверен, что победит Ислам, победит так и есть. досрочно. Я даже сделал ставку такую немножко бешеную, потом могу тебе показать, что Махачев 18 кэф был, Махачев в пятом раунде 18 кэф. Ты сделал на пятый кэф? Да. Серьезно? Скажу тебе потом с телефона. Нифига себе. Он сегодня приехал на Ламборгини. Нет, там я очень маленькую сумму поставил, но в любом случае... Я приехал на Феррари, да? Да, всего лишь на Зикре. На Зикре, да, на Зикре. Зикр, все. Мгм. Вот, и в принципе, я был уверен, что так вышло. А вот почему ты думал, что будет до пятого? Нет, на самом деле я думал, что раньше будет, серьезно, я думал, что будет раньше, просто мне понравился 18 коэффициент, я офигел. Я увидел цифру и такой думаю, блин, Это у тебя экспресс был? нет, вот чисто Просто, да? Махачев. 1 миллион? Ну, удивил вас Парье? В Меня нет. плане защитой тейкдаунов, отсутствием гильотины, хорошими комбинациями, сечкой. Чем-нибудь удивил? Только сечкой, наверное. Сечка прикольная, то, что он локтем же попал. Да. Вот. То, что он защищался от тейкдаунов. А он не могу сказать, что очень хорошо защищался. Защищался как-то. По крайней мере, каждая попытка не завершалась Не, почему? Махачев же в первом, по-моему, забрал спину. в первом, потом во втором вообще Втором? не мог. Да, В конце только он перевел. поэтому, я не могу сказать, что было как-то так. Понятное дело, что бой сложный. А как бы Дастин Порье — это хороший боец. И с этим тоже я не спорил никогда. Это хороший боец топового уровня. Просто Ислам типа выше по скиллам. Вот, и так получилось. Но вот даже твой кэф вот этот 18, это бешеный кэф, даже букмекеры не верили в такое. Они не верили, потому что они думали, что в первом раунде в Махачев первом, да, вот так вот. решает. А вот когда ты увидел, как они бьются в стойке, ты помнишь, прошлый подкаст говорил, что у Махачева ударка лучше, чем у Порье. Вот в этом бою, Да, мне так сейчас тоже кажется. я говорю, да, он доказал тебе Да, это. у него был, типа, действительно локоть очень хороший, потому что вот, кстати, у Ислама реально и у Хабиба, по-моему, тоже, вот они снизу работают локтями, а в стойке у них вообще нету техники тайского бокса. Наверное, потому что она как-то немножко противоречит, условно, технике вольной борьбы вот в стойке. Мгм. Там больше ты за контроль думаешь, а о локтях забываешь, потому что они должны быть, типа, на коротке, а ими лучше, типа, ухватиться. Мгм. Наверное, так. Но, в принципе, не знаю. Меня, не говорю, не могу сказать, что меня что-то удивило. Если бы вот Махачев проиграл, я бы удивился. А так... Ну, в пятом раунде... У тебя не было такого? доли сомнений, что бой идет сейчас как будто бы не по плану? Нет, я считал по раундам, там
двое судей поставили 3-1 Исламу, и один поставил Мгм. 2-2. Во-первых, тот, который тоже 2-2 поставил, я тоже не тоже понял тип, этого короче. прикола. Да. А те, которые 3-1, я вообще насчитал 4-0. У меня один был, типа, раунд такой, Близкий, 50 да? на 50, второй, по-моему, как раз. Да. А все остальные, я как бы уверенно, не знаю, мне казалось, Махачев забирал. Просто я когда смотрел этот бой, ну, может, в силу моего характера, ну, я нервничал, я думал, ну, Махачев сейчас может любой удар пропустить, уснуть. Но тут такой момент, Порье бьется очень сильно эмоционально, на него вот эмоциональный фон очень сильно влияет. И, допустим, когда он начинал заряжаться, когда он типа встает и начинает заряжаться, ну, сейчас он что-нибудь выбросит, что-нибудь донесет, и, ну, кто знает, может, и усыпит. И вот меня в этом плане Порье как бы удивил, что он ну, относительно хорошо защищался. Есть еще просто некоторые факторы, там, например, тоже проклятие 35 лет, например, там, ну, Мгм. кто о нем помнит, потому что до, по-моему, 84 килограммов не было бойца старше 35 лет, который завоевал титул. Наверное. Вот, не, я к тому говорю, что просто даже вот как бы и биология даже была против Порье, если честно. То есть все против него. Вот, не знаю, я не верил. Ну, он хорошо подрался, зачем-то дочь привел на бой, вот. Зачем-то заставил дочь свою плакать. Не знаю, для меня было все это достаточно непонятно. Другая культура. Ну, может. Другая культура. Я, кстати, вот, Дидар, вот ты говоришь, что ты ну, ожидал, да, то, что любой удар может. Вот, вот мне вот пока вот я вот всю дорогу я смотрел, я думал, и у меня было впечатление, не получится у Порье донести удар, чтобы, короче, вот у меня было вот такое впечатление. Может быть, пару раз что-то такое, но вот, не знаю, там, нокаутирующего, не знаю, порыва у Порье, я вот, ну, не было его видно. Вот, может быть, я просто плохо разбираюсь, я вполне вероятно, но, да, доминация была прям однозначно. Запас прочности у Ислама Махачева чувствовался, однозначный, он не показал свой потенциал, вот это тоже, вот то, что я увидел субъективно, опять же, и дилетантский говорю, супер, это был офигенный бой, и, конечно же, он стал офигенным благодаря и Порье тоже, то, что показал хорошую зарубу, и хоть и не смог весь потенциал показать Ислам Махачев, но все равно супер, 5 раундов, прям пролетело, как фанера над Москвой. Финиш понравился, как он его перевел. Через вот это. Слушай, а можно было без этого финиша выйти? Смог ли Порье? Или то, что вот на излете уже, когда уже сил не хватило, он поймался, На а? самом деле еще очень редкий действительно перевод, потому что я про это разговаривал с Артемом Резниковым вчера. У нас вышло интервью, можете посмотреть на YouTube-канале Вестник ММА. Этот перевод, он вообще с вольной борьбы. Я просто же тоже чуть занимался вольной в молодости. И когда потом я стал заниматься ММА, все говорили, это вообще никогда не делай перевод. Потому что этот перевод, он за борцовку. Типа он работает, потому что внизу борцовка, и за нее можно ухватиться. Пятку очень сложно ухватить, так как ухватил Ислам. И супер он рисковал, на самом деле. В новых еще шингерках, да? Да, и вот это в итоге, да, еще и ты в перчатках, то есть переводишь не голой рукой, и в итоге это прошло, и вот, конечно, да, удивительно, насколько у него уровень мастерства высокий, что он таким необычным приемом смог. Мне кажется, там эффект неожиданности сработал. Там Есть Порье, такое наверное, не тоже ожидал, что наверняка. там сейчас его так вот за ногу держат и сейчас переведут. Сам Ну офигел, да, наверное. так я говорю, это супер редкий, его сложно сделать, то есть нужно у тебя хват очень должен быть хороший. Хотя вот тоже выходил ролик на UFC Евразии, YouTube-канале про то, как ислам типа там живет, и... Круто живет. Ну да, и его снимал, кстати, мой кореш Антоха, и... Мы с ним с одного аула, в одной деревне, в одном ауле родились мы. Хасавюрт? Да. Круто. Да я вру, блин, конечно же, Я нет. думал, с Антохой. Вот, и суть в том, что они ехали в джипе с Антоном, и Ислам говорит, если сможешь эспандер сжать, видел этот момент? Нет. Эспандер, блин, я не помню, сколько там килограмм, по-моему, 100 или... Сможешь одной рукой сжать, я тебе, говорит, они ехали на Ланд-крузер, ну, какой-то, короче, джип. Машину подарю. да? Тебя не Он убью. сказал, я да? тебе машину подарю. Я тебе не убью, да? И Антон, ну, говорит, давай, Антон, типа, сожми, если сможешь сжать, типа, эти машины подарю. Ну, Антон, конечно, ничего не смог сжать, хотя он всю жизнь кроссфитом занимается. И Ислам сжал, типа, одной рукой вот этот эспандер, а он такой прям для тяжелоатлетов. И, ну, я с того момента понял, что у него хват очень Мгм. сильный. Ну, я на всякий случай эспандер куплю. Вдруг Махачев мне сейчас приедет. Я об этом Казахстан. тоже, вот, первая мысль тоже об этом была. Я все время прям постоянно занимался этими эспандерами, сейчас уже забил. Вы, кстати, заметили, что у Ислама борьба не такая доминирующая, как у Хабиба? Да, он более техничный, где-то отпускает, где-то типа на прием выходит, потому что Хабиб, он стал бы бить больше, а Ислам тоже там на руку пытался выйти. Мне кажется, Хабиб бы просто бы там фигарил бы локтем. Хабиб просто монстр. В плане Хабиб за спиной оказался, Хабиб задушил. Просто идеально. У Махачева было 2 попытки, и как бы он не смог. С другой стороны,
и Махачев не попался ни в какую гильотину, а Хабиб попадался, типа, на приемы. Ну, в этот раз гильотины вообще не было со стороны Пори. Ну, я к тому, что он вообще, да, ни на что не попался. Это же тоже от двух человек зависит. Типа, Да-да-да. один создает какие-то ситуации. То есть Хабиб более, как-то, может быть, прямолинейно идет, просто он очень физически сильный, там, крепкий. Но, в принципе, не знаю. Я вот понял, что имеет смысл в легком весе только бой с Царукяном. Я бы Вообще хотел... по легкому весу, что там у них осталось вообще? Я вот сегодня только и делал у себя. Гейджи, Рилс Гамрот. Вышел. О том, я вот говорю, ребят, ну вот, по-моему, 70 килограмм сейчас в UFC, ну что-то джайский. А вот 77 сейчас просто пушка. Ну, Царукян остался Гамрот, остался Физиев, но у него сейчас травма. Остался... Сейчас Макс Холлоуэй есть, в принципе, тоже он для легкого веса. Не очень понятно, что он будет с борцами делать. Вот с тем же Гамротом там или с Царукяном. Но, в принципе, мне кажется, угроза серьезная. Чарльз Оливейра тоже нормально подрался. Да. Нельзя Гейджи сказать, что- где-то Ну, на ну, фоне. реально все- Либо старички, либо... Вот я там выделил вот Арман Царукяна, а остальные либо старички, либо молодые, ну, но которые еще пока о так себе и не есть. заявили. А вот, ну, то есть, если взять вот по звездам, по медийным, по вообще нереальным отвязным пацанам, вот, по-моему, 77 сейчас прям ледокол. Ну, поинтереснее. UFC однозначно. И сейчас, да, туда что Ислам уходит. Вот, кстати, джентльмены, леди, Ислам Махачев хочет в 77 подраться, получается, с победителем, да? Билал Мухаммад и Леон Эдвардс. Эдвардс. Просто тоже непонятно. Они вроде... Что если вот Ислам выйдет Шавкатом? Как вы думаете, кто победит? И каким образом победит? Шавкат Рахмонов, если что, вы в курсе, да? Не Мирзиёев, не президент Узбекистана. Ха. Напишите ваше мнение. Ты как В чём думаешь? Блин, я просто не понял. Это президент Узбекистана. Да. Шавкат Рахмонов зовут его? Мирзиёев. Шавкат. Почему Шавкат Рахмон? Нет, его Шавкат Мирзиёев сказал зовут. Шавкат. А, Рахмонов, Я не, сказал, но я понял. не- А я думал, не- что типа президента зовут Шавкат Рахмонов. Шавкат Мирзиёев его зовут. Окей, все. Кто победит? Шавкат или Ислам? Ну, я думаю, что точно такого боя не будет. Почему? Потому что именно сейчас его точно... Не, мы не говорим про сейчас. Я, говорю, знаешь как, я люблю все-таки... Ближайшие 2 года. Бои, которые должны быть. Исламу, если он будет приходить в 77, не нужен бой типа рейтинговый. Он не согласится на него даже. Ему только чемпионский. Да, он сразу скажет, только чемпионский. Просто вот мне интереснее другое, что Билал Мухаммад, он тренировался вместе с Исламом, и как, если типа Билал победит, что Ислам будет с ним драться? Я уже слышал его мнение по этому поводу. Он говорил, что мы тогда сядем за стол переговоров, действительно, там, типа, Билал наш брат, и будем думать. Я, говорит, не знаю, не могу на этот вопрос сейчас ответить. Вот Билал победил, иншаллах. И давай, вот. Смысл Шавкат. а смысл Нет, хорошо, Шавкат пускай тоже нету драться. Шавкат. Нету смысла. Я интересуюсь твоим мнением. На твой взгляд, весовая категория 77 килограммов. Выходят вот ближайшее в этом году Ислам Махачев, Российская Федерация, и Шавкат Мирзиёев Рахмонов, Казахстан. Кто победит и каким образом? Потом мне после подкаста объясни шутку. Я не знаю, мне кажется, я скажу, что это очень сложный бой будет, что для Шавката, что для Ислама. Я не могу вот так сходу сказать, типа, победит этот или победит тот. Что Шавкат, в принципе, себя чувствует комфортно и в борьбе в ударке, что Ислам себя чувствует комфортно. Ну, надо понять, что с Исламом будет 77. У него действительно больше габариты, чем у всех в легком весе. Ну, практически там Джейл Тернер есть, который там больше Ислама. Но, в принципе, там даже с паре было видно, он на полголовы его выше. Он, когда после весогонки уже становится больше. Поэтому Ислам действительно не легковес. Ну, он может, то есть он легковес, но он может спокойно выступать в полусреднем. Вот насколько будет работать его все в полусреднем, мне интересно. Вот. Но на данный момент, если говорить по скиллам, то, ну и по испытаниям, у Ислама намного были серьезнее испытания, чем у Шавката. При этом Шавкат как бы вроде и То посвежее. есть ты хочешь сказать то, что Ислам победит? Нет, я не хочу сказать. Я хочу сказать то, что я сказал. Но я же тебе задаю вопрос, как ты думаешь, что Ну, победит? Я же Сула, не спрашиваю, у кого Бои скиллы это не получше. черное-белое. И нет, ты Если- свое мнение скажи. Я тебе же сказал. Вот, своё мнение. вот ты в прошлый раз говорили, мы общались. Ислам Махачев либо Дастин Порье. Ты сказал Ислам Махачев. Я смотри, объясняю, почему я это говорю, потому что бой анонсированный, бой есть. Когда мы говорим про бой в вакууме, Я мы- сейчас уйду, Мишель. Нет, смотри, мы не видели Ислама в 77. Я не знаю, какой он будет. Есть типа фактор X. Если он будет... Хорошо, хорошо. Вот просто Ваше мнение, Ну, вот господин я Сабас? сейчас про Шавката не буду говорить. Вот я скажу, к примеру, вот конкретно Правильный есть... ответ победит по-любому Шавкат Рахмонов, Джигитеры, Пацандары, Кыздары. Ну как вам еще это? Шавкат Рахмонов по любасику. Там действительно очень много факторов, почему... Мне кажется, что людям страшно от тебя слышать такие прогнозы.
потому что все твои прошлые прогнозы мы знаем, как закончились. Я знаю, сколько раз вообще... Да, точно. Давай Смотри, лучше, какие, а? лучше Смотри, осторожно. какие. Катились, да? А. Не, вот давайте скажу так вот. Если потенциальный бой, который есть на горизонте, это Леон Эдвардс против Махачева. Вот это более-менее Нет, Леон- ощутимый бой. не Леон Эдвардс, а все-таки победитель пары Леон, потому что у них уже бой анонсирован. Я просто на Белале сразу крест ставлю, смотря на их первый поединок и смотря на его поединок. Там, какой Белал последний бой провел? Там? Он же... Офигенный бой, кстати, провел против... Нет, он провел против бойца, я забыл, кого зовут, прикольный боец, американец с татуировкой. Он последний бой С кем-то серьезным пацаном. Бёрнс он победил, а до Бёрнс он победил. Бёрнса, да, он Бёрнса До Бёрнс победил. он победил, я забыл, как фамилия. Парень, у него такая татуировка, типа дьявол такой на спине у него. Прикольный тоже боец, очень сильно, без поражений шел, забыл фамилию. У меня вылетело из головы, ну неважно, короче, это проспект прям UFC, и у него еще типа большое будущее, мне кажется, есть. И, в принципе, Белал его тоже победил, ему нос сломал. Мгм. Поэтому... Поэтому- Белал офигенный боец. Поэтому я не сказал бы, что типа прям так однозначно, но я тоже фаворит, типа для меня Леон, ну не прям однозначно. Ну, для меня не то чтобы прямо однозначно, но я вижу у Леона больше шансов для победы, с учетом еще их первого поединка, да, там, когда Билал его не мог перевести. Тут сейчас у Леона еще и хороший тейк-дефенс, плюс у него очень хороший ударка, он умеет вставать из-под соперников. Ну, пока для Леона я не вижу шансов, и такие же шансы Наоборот, для Белала. для Билала я не вижу шансов, и для Махачева тоже я не вижу шансов. Почему? Потому что, во-первых, да, вот в 77 непонятно, какой он будет физически. Там Леон Эдвардс, кто говорил, что он там, капец, оказывается, супер высокий чел, там, 1,83 м. Они вместе же есть даже фотки, где Леон и Ислам, они, в принципе, одинаково выглядели в Вот, лагере. и плюс Леон-то тоже гоняет до 77. Причем, ну, вроде как тоже нормально так. У него супер крутая ударка, он ногами там... А Шавкат сколько гоняет, а? Ну, кстати, не очень много, по-моему, 9, типа. Он вообще в 70 может? Не, Думаешь, не сможет? нет, ты видел его, он высокий, он высоченный. Он, на самом деле, вот, даже по сравнению с полусредневесами, которых я видел, ну, UFC-шными, Шавкат выше всех, он прям реально огромный. А Холланд, по-моему, выше уже его, нет? Ну, может быть, да, но все равно именно Шавкат прям... Я просто же много видел 77 пацанов. Он именно по конституции как будто 84 боец. А вот, ладно, извини, пожалуйста, вот мне тоже интересно. 3 августа вроде там планировалось, да, с Мадаленой, и у него сейчас там что-то непонятно, короче, операции, шмоперации, и там что-то Бакли, да? Да, я видел. И что, как вы думаете, во-первых, давайте нет, сразу же, да, вот, Шавкат Рахмонов и Хоакин Бакли. Шавкат съест Бакли. Да мне тоже кажется. Ну, Уверенно, просто без шансов. ну тоже, вот знаешь, мне кажется, именно типа без шансов, ну, я такого не вижу, но я вижу тоже во всем лучший Шавкат. Вот, но Бакли, он прикольно, что умеет, типа, подбирать какие-то ключи. Он подобрал, в принципе, Офигенный, подобрал я согласен с тобой. Дураеву ключ. Хотя Мгм. Дураев тоже рассказывал, я его типа на тренировках не чувствовал, каждый день там его избивал, а в Мгм. итоге в побой вообще все наоборот получилось. Что он с Рузибоем тоже хорошо Рузибой подрался. на вообще со коротком. второго раунда, он вообще просто супер. Либо у него секундантский угол такой офигенный, который все прочухали. Но я согласен с тобой. Ну, Супер было. Я больше к тому, что Шавкату не выгоден этот бой. Зачем? Да. Что ему даст это? А Просто с кем тогда ему драться? я бы ждал. У Шавката вообще, у него типа молодость. Жди своего чемпионского, либо с Маделеной жди боя, либо жди чемпионского. Ему нет смысла вообще размениваться, ну, на кого-то. А если Знаешь, я предложат? переживаю Если за предложат, простой. что сказать, Я нет, не переживаю буду? за простой больше. Вот если ему скажут, вот Бакли, вот 3 августа, вот ты готовился, нету Мадалены. Давай, выходи с Бакли. Что ему сказать? Нет. Не знаю. Ну, надо думать. Не знаю, может быть, просто он в том положении, что он может сказать нет, мне кажется, сейчас. У него там самая крутая серия побед, ну, досрочных, Ишем. непобежденный, он типа 18-0. Хорошо, ладно, один раз он сказал нет. До конца года ему предложили еще один бой. Ну, там уже, короче, Ислам Махачев, говорит, с победителем Эдвардс Билал. Там уже варианты Билал будут. какой-нибудь там жесткий, короче, нокаут ушел, он до конца года выйти не сможет. Нет, Сула, там другие варианты есть. Там будет Веном Пейдж дерется с Гэри. этим, Ян Мачадо Гэри. с Ян Мачадо То есть Гэри. это разница есть там, эти пацаны, либо Бакли? Они в рейтинге выше. Конечно, есть. Бакли. Есть, да? Во-первых, Интересуюсь. Веном Пейдж, он супер медийный, победа над ним. А, Веном Пейдж, он же, сколько, 2 схватки только провел же? Вторую будет делать. Вот так. Будет вторую делать. Но он дерется Ну, с третьим господи. номером рейтинга. С 7-м номером Да, рейтинга. но он не побежденный. Ну, ребята, джентльмены, камон, это все-таки... UFC это все-таки про медийку больше. Меня. Мне кажется, сами UFC не захотят, не захотят разменивать Шавката на что-то. Зачем им просто давать ему бои? Им типа важно, сейчас видит, звезда есть, типа эту звезду надо правильно вести. А зачем давать Бакли? Я не знаю, ну мне кажется, просто типа не Ну, очень Бакли логично. тоже же такой серьезный чел.
Ну, не знаю, короче. 11-я Мне кажется, строчка Бакли рейтинга, да, по-моему, только-только сейчас? становится Или каким-то 13, или знаменитым. 11, да. Вот, то есть такого чувака схлестнуть, ударник, бьющий, бороться может, все может. Ну, не знаю, опять же, вполне вероятно. Тут как оно будет. А прикиньте, если сейчас Колби Ковингтон дадут Шавкату. Вариант хороший. А, кстати, да, мы про этого статистика забыли, да? Как бы там вот Колби Ковингтону могут конкретно сказать, ты либо бейся, либо уходи. Такое может быть. Такое я больше верю, нежели если Шавкату скажет, если ты не принимаешь, уходи. Так что для Шавката варианты есть. Ну, это тоже, как бы так, знаешь, э, фиг его знает. Я думаю, первым делом UFC посмотрит, а сколько бабок приносит тот и другой. Ну, Колби Ковингтон умеет бои продавать. Ну вот, тогда я сомневаюсь, что Колби Ковингтон, так сказать, смогут, а Шавкату нет. Вот. Да просто уже, блин, у меня голос все больше садится и больше, но Сейчас на вас орать буду, да? да, уже у меня нет сил орать. Еще раз напомню, покупайте. Единственное, что меня держит в седле, это чаечек из кружки А Найза. у него коньяк еще, если что, имейте в виду. Нет, никакого коньяка, Водка, чистый спирт, да? только спирт. Да, я к тому, что просто тоже для Колби не то, чтобы очень много вариантов было. И, в принципе, Колби Шавкат — это хороший бой и в плане вывески, и в плане продвижения Шавката дальше. Просто непонятно, что для Колби давать, и непонятно, что давать для Шавката, если Маделена нету. То вот этот бой достаточно логичный. Вот есть еще и Усман. Сейчас скажет, хочу вернуться в дивизион, дайте мне какой-нибудь титульный шанс после одной победы. Тоже вариант. Но, наверное, тоже по поводу Усмана, все-таки у них примерно одинаковый тренировочный лагерь, и, наверное, тоже там уже тренера понимают, что там либо не захотят, чтобы Усман, типа, драл Шавкатом, потому что они знают там его потенциал, либо не захотят, чтобы там Шавкат с Усманом, то же самое, наоборот. Им, например, это невыгодно, если это не за пояс, потому что это один зал. Ну, возможно. Просто это супер, наверное, денежный бой будет для Усмана. А какие у нас ближайшие, кроме вот... 15 числа Асол Мабаев. В этом же, да? Нет, он 15-го, а Чумаев 22-го. Ага. А кто там в главном карде бьется? 15-го. Сейчас будет Насрудинов Имамов, это вот эти выходные. А у него Канонин и... Насрудин Имамов против Каноньера. Канонир, Следующий да. турнир. Блин, у меня даже вылетело из головы. Ну, короче, 22 июня прям классно, можно посмотреть сейчас. Давайте посмотрим. Я просто тоже, я делаю уже каждую неделю, ну, такую небольшую аналитику. Мгм. В принципе, вот турнир, где дерется АСУ для ребят с СНГ, самый интересный бой там Асол Мабаева, потому что такой карт достаточно, ну, слабенький. Нет, ну, для Казахстана, для СНГ там еще, по-моему, в прилимах дерется казахский китаец. Кто? Китайский казах. Сейчас, как же это да? Хайсар? Я не помню, как его зовут, Шумайбек Хайсар, да, по-моему? но он дерется там, в прилимах. Высокий, да, в 70? Нет, он не в 70, он, кажется, ниже. Короче, ждите 22 июня и бой АСУ, а все остальные бои не супер интересные. Сейчас мы все посмотрим. Так, а когда Конор дерется у нас? 29-го, да? Там будет Перес Тайра вообще, то есть, ну, такой UFC. Я говорю, прям 15 июня не супер классный Да, UFC да. будет. Ты просто даже сейчас назвал, я такой... Who that fucking Ну, guy? это Или как как? раз ребята, которые дерутся в 57 тоже. Ага. Ну, и, в принципе, мне кажется, не знаю, ради чего еще смотреть бой, кроме как АСУ. Ну, АСУ, кстати, дерется в главном карде, а Тагир Уламбеков будет. О, нифига себе. И Крам Алискеров ему вот дали сейчас дебютанта. Да, там... Я был на 2 поединках Тагира Уламбекова. На одном он выиграл Шашхека, а на втором проиграл нашему Жалгасу Жумагулову. Жесть была полная, вообще нереальная. В Астане, в этом ледовом дворце. Скандальный бой. Ничего скандального. Жако супер Нет, в плане и выиграл. То, что там еще потом, Пускай по-моему, потом Абдулманап Нурмагомедов, да, Или выходил, там он перестал говорил, со мной после этого комментировал. общаться. Ну и ладно. С кем? Со мной. Кто? Ну, мы не особо с ними дружили. кто? Тагир Уламбеков. Я тоже думаю, вы вроде вы вообще общались. Заблочил меня в этом, по-моему. В инсте. Я там жесткие такие пару выпусков, короче, сделал. Наехал и на Хабиба, и на Абдулманапа. И на этого вообще жесть. История. Я не буду говорить имена. Просто история прикольная. Ага. Один боец мне пишет и говорит,
хочу поехать, ну, меня пригласили на бои в хардкор, и хочу поехать туда, можешь поехать со мной, и будешь, типа, как, ну, со мной двигаться там, освещать, типа, Мгм. мое движение там, и какую-то на конференцию тоже там посидим, что-то Россия? будешь говорить. Не буду говорить откуда. Вот. И я говорю, слушай, не, я не Вообще поеду. местный. Если это было бы с Россией, он сказал бы, местного он просто Нет, не нет, определяет. я не хочу, потому что история с тобой будет связана. Из-за этого... А со мной? Да, тут история про тебя вообще, Окей, я из-за этого не хочу да. говорить. Я говорю, у меня есть прикольный вариант. Возьми с собой Сула, наш боецкий Z. Просто Мгм. если он приедет на хардкор, там такой будет огнище прям. Мгм. Он говорит, блин, типа идея хорошая, но мы с Сулу уже поссорились. Он про меня тоже что-то говорил, и поэтому я с ним не поеду. Если мы поедем, то, типа, во-первых, нам там все, типа, дадут по шее, а во-вторых, я еще в поездке ему несколько раз дам по шее. И я такой, жалко, говорю, потому что, ну, мне кажется, круче варианта, типа, ну, чем взять Сулу на хардкор с собой. Нет. Мне столько раз, короче, вот эти вот угрозы через кого-то и по башке дадим, ни у кого духа не хватает. Ни у кого не хватает духа что-то вообще сделать, подойти к кому-нибудь с улицы. Я, знаешь, хочу сказать, что, наверное, ну, не хочется про другу говорить, просто, мне кажется, у людей все-таки хватает мозга. Одно дело, типа, говорить, не надо, конечно, Сулу трогать, потому что, ну, надо разделять действия Мы и СМИ, слова. мы средства массовой информации, мы глаз народа. Если мы не... Это, дальше это наша порядочность. Все, что нам можно сделать, это пойти на нас подать в суд за Суд клевету, тоже не надо подавать. за клевету, либо оскорбление личности. И если будет что-то другое, это означает, что у какого-то безмозглого человека хватило наглости и силы закрыть глаз народа. То есть прикрыть, то есть чтобы об этом не говорить. И если, вот, знаешь, вот это вот такая, кстати, такая тема, я сейчас объясню. Вот мы с вами СМИ в этой теме. Если вы увидите, что мне, к примеру, да, кто-то сделал какой-то вред физический, помимо суда, чисто физический вред мне нанес, это означает что автоматически? Это означает то, что в следующий раз вы будете очень сильно осторожно думать. Тот человек, который нанес мне физический ущерб, и те, кто такие же, как он, они будут понимать, что, оказывается, на вас можно надавить, и вы будете говорить совершенно по-другому. Из этого вы будете говорить еще меньше, а они будут делать еще хуже. Поэтому средства массовой информации – это неприкосновенная часть. Вы можете на нас пойти подать в суд за клевету или оскорбление личности. Не вопрос. Но если кто-то хотя бы, вот, я не знаю, журналистов, если кто-то трогает, это должно быть прям наказуемо, как говорится, и по красной, и по черной. Да слушай, кого угодно нельзя трогать, в принципе. Ну, если вы хотите с кем-то драться, то, конечно, приходите в клетку Лиги Найза и там деритесь с тем, кто тоже на это согласен. А так, действительно, сначала придут за Сулой, потом придут за тобой. Миша, знаешь, мне серьезные бойцы, вот, да, мне прям говорили, братан, тебе вот этот хочет, тебе вот этот хочет, тебе вот этот. Я их сколько раз после этого видел. Хоть один бы мне что-то сказал. Хоть один бы мне в глаза сказал: Сула, что-то ты много разговариваешь. Никто. Они только за глаза. Ну и слава ходят. богу. Не, реально, насилие это плохо. Ну, насилие вот не в О, клетке. нифига. Дежавю. Клянусь. Дежавю, Я так братан, говорил? твои слова, да. Да, насилие это плохо, я постоянно так говорю. Дежавю. О, Еще раз. Смотри, еще раз. братан. Насилие это плохо? Не, я без шуток говорю, дежавю. Насилие это плохо. Нет? Не, я просто, это реально, ну, моя концепция, если типа драться... Я вот этот момент, вот именно этот момент, когда ты говоришь, насилие это плохо, это вот, Прикольно. дежавю. Да, Дальше была баня, там, Тонси-Боси, так что... жена смотрит. Никаких бань не было. Я пошел домой с ребенком сидеть и целовать любимую жену. В общем, да, и просто забавная история, что я просто думаю, вот если ты приехал бы на хардкор, классно было бы. Ну, или на какую-то такую... Там же есть этот Марат Исаев, Там, мне кажется, Кодак Басов. осуждаем. Вот, это была история. Я вообще забыл, к чему я все это рассказывал. Чтобы у тебя вызвать дежавю. Наверное. Про Тагир Уланбекова. Да, да. Да. Я забыл. я же жестко наехал. Я и на Хабиба. Ну, я, короче, сделал выпуск. Не как выпуск, я в инсте. Я говорю, Абдулманап, Хабиб. Говорю, у вас, говорит, в Инстаграме
постом о том, что вы не согласны с решением, короче, о победе Жалгаса Жумагулова, нас, казахов, мешают с говном. Там матершинное слово по поводу наших глаз, это, говорю, самое мягкое, что говорят. Я говорю, Камил Гаджиев написал пост, сказал, что он не согласен с этим решением, но чтобы избежать межнациональной розни, он отключил комментарий и написал об этом. Говорю, почему вы не отключите комментарии, и почему мою нацию у вас там просто какой-то вообще происходит? Что-то, я это жестко же сделал, конкретно отметил их. Они я не знаю, из-за этого, не из-за этого, но они отключили комментарии, если я не ошибаюсь. И они потом сделали еще пост. Тагир Уламбеков стоит с шоколадом «Казахстан». И говорит, казахи, мы вас любим. Но я победил. Вот такого. То есть, ну и после этого, конечно... Я только сейчас понял, что, типа, я победил Тагира, я думал, ты сказал, что, типа, ну, ты же боролся за то, чтобы отключили комментарий, такой, и я победил. Не, Я понял, Тагир. это он вот так раз, и Хабиб они... Ну и после этого, конечно, они сюда в Атараку это приезжали, я хотел у Хабиба взять интервью, а Серега же у него менеджер. Мгм. Я говорю, Серега, что даст он мне интервью? Он говорит, тебе не даст. Ну, будем честными, не только тебе. Он вообще, ну, не дает интервью в последнее время, и это нормально, наверное, в его положении. Так что, Потому что там Хабиб в углу жестко кричал, что ему надо работать. Мне кажется, там не до интервью. да, ты не Да, переживай, там не на было твой счет. нормально. Они когда в Атарау сюда приезжали, когда это был совместный турнир Ассоциации боевых искусств, кстати, Абдулманап еще живой был. Да. Ну, как думаете, Тагир вообще сможет сейчас вернуться на победную серию? А он вроде и так... Он вернулся, да, У уже? него одна победа есть, да, у него одно... И одно поражение, да, Поражение, по-моему? по-моему, Я UFC видел тоже. поражение его. Вот, и то нельзя сказать, что... Да нет, вообще 57, на самом деле, вот тоже... У него физика офигенная, физика Да, антропометрия, он суперская. с на меня 57. ростом вообще. Хотя в 57 дерется. Мгм. Я что хотел сказать, что в 57 килограммов, в принципе, любой сейчас может там стать чемпионом, судя по боям. Просто ему чуть долго идти, потому что Тагир не очень яркий, потому что есть там Макаев, который тоже уже там вплотную у титула, и есть... Вот Асу, может быть, сейчас хотя бы в топ внесут после этого, не знаю, 15-ю какую-нибудь строчку дадут. Вот. Ну, Ну, у Макаева еще есть какая-то большая фанатская база, плюс он хорошо разговаривает по-английски, то есть у него много плюсов, и он еще не побежденный. да, ну ждем, чтобы Асу сейчас что-то яркое сделал, потому что он реально в третьем бою вечера, ему, скорее всего, дадут микрофон, от него будет уже зависеть. Если он яркую победу покажет, потом скажет что-то классное, кого-нибудь вызовет, то, в принципе, я думаю, что у него есть шанс в топ-15 попасть. Конора Макгрегора, да. Конор! Кстати, отменили Гоняй вес до Видели, да? Пресс-конференцию. пресс-конференцию, на да. него В купили все Дублине. билеты в Дублине, и в итоге ее отменили. Интересно, это просто, ну, действительно какой-то такой необычный перформанс от Конора, или он запил где-то? Вот, да, и теперь интересно, будет ли бой. Я вот, честно, ну, когда вообще разговор о Коноре идет, когда все там спрашивают тоже какие-то прогнозы, я просто люблю давать прогнозы на бои, которых я уверен, что они состоятся. И мне кажется, что... Я это уже несколько раз говорил, что пока там я не увижу уже действительно Конора на На весах. весогонке? Да, на весах хотя бы. На весах. А вообще Чендлер богатый человек? Я уверен, что он на зарплате от UFC. А тебе вот такой вариант, я просто дома проходил, может быть, просто Чендлер, там, Конор занес. Может. Ну, вообще, я вообще в такой, типа, мало верю. Такой Конор как бы Чендлеру занес? Да. Типа, чтоб... Ну, не знаю, это сколько нужно занести? У Конора, по-моему, я вот и спрашиваю, Чендлер богатый человек? Ну, я думаю, да. Ну, он не бедный, он точно там не миллионер, но он не бедный человек. Ну, у него деньги есть, и у него столько времени простое, ему UFC специально не дают бои, чтобы сделать бой с Конором, потому что этот бой имеет какой-то у людей отклик, интерес, и по-любому UFC подогревают Чендлера. Ну, потому что- лямов 5, если он ему даст. Ну, я не знаю, нет, чисто теоретически такое возможно, потому что Конор действительно, он уже чуть больше, чем боец, он бизнесмен, там, за какой-то там селф-бренд. Просто Конору бой тоже много чего дает, к примеру. Помимо денег, мне кажется, он там очень много Я заработал. про это говорю, что, в принципе, Конор, ну, чисто теоретически такое возможно, но в ММА такое было очень редко. Вообще на там пальцев двух рук можно пересчитать, наверное, какие-то вот случаи такие явные каких-то подкупов. Ну, это понятно, просто я имею в виду, вот, предвосхищаю, допустим, наш какой-то диалог уже постфактум, да, то, что мы разбираем уже этот поединок и видим какие-то ситуации, закономерность того или иного события, ну, как черный лебедь, да, то есть черный лебедь, когда он появился,
ты сразу же понимаешь закономерность тех событий, которые к нему вели. Я думаю, Но в тот момент ты его не видел, эти закономерности. Быстро перебью. Я думаю, что многие из наших подписчиков, не обладающие высоким уровнем лексикона, подумали, что ты про какого-то бойца с никнеймом «Черный лебедь». Нет, «Черный лебедь» — это ситуация, которая... Меняет, геймчейнджер. Да, раз никто ничего не ожидал, и тут раз, нате, получите, Ну, распишите. слушай, в этом бою я бы не сказал бы, что тоже я там могу выявить какого-то явного фаворита. Что Чендлер, он, ну, неплохой боец, что Конор, он неплохой боец. Конор может попасть всегда, он, типа, реально нокаутер, снайпер. Левая у него Чендлер, жесткая. он просто, типа, ну, офигенно накачан, физкультурник, может как-то... Ну, у Чендлера как будто, конечно, меньше шансов, как будто бы, чем у Конора. Серьезно? Ну, На бумаге вроде наоборот, но именно просто Конор, там единственное то, что простое у Конора. ну, и да. он и не тренирует, возможно, не тренирует, постоянно мы видим какие-то видосы, типа, с Да, клубов, вот, в такой, наверное, кондициях сложно будет драться с физкультурником. Тусануть бы, да, так, пару вечеров с Конором. Жесть просто. С Осуждаю. кентом. С кентом, короче, В общались. спортзале. С хорошим, короче, с человеком уважаемым, короче, сидим, кушаем шашлык. И мы общались, короче, по поводу, короче, вот Хабиб и Конор. И что-то раз, я говорю, ну, брат, ну вот с кем бы ты хотел затусить, блин, там, да, выходные? С Хабибом? Раз там пошел на тренировку, короче, там тебя поломали там, или с Конором. Объясню, а-ля, почему я бы иди хотел бы сюда. объясню, почему я бы хотел бы затусить с Хабибом. Во-первых, там у него неожиданно может оказаться билет в ложу Лиги Чемпионов, и ты можешь увидеть кучу звезд. Или там ты Ну, можешь... Конора тоже так-то. Но там момент Конор может не поехать, а Хабиб реальный фанат футбола, он там будет сидеть, во всем разбираться, каждый к нему подойдет, Давай каждая звезда. предположим, что вдруг не оказалось. Ну, я думаю, у Хабиба не скучнее жизнь, чем у Конора. Это Вот давайте вот предположим, там вот... Нет. Вот именно я считаю, что вот просто посмотреть инсту, у Хабиба там тренировки, алло. Ну, будем честными, что жизнь одной инстой не покрывается. И понятное дело, что Хабиб не будет... Господи, пацаны, зачем я вам это сказал? Все, да. Я бы хотел с Хабибом тусануть, короче, пару тренировок, чем с Конором. По-любому с Конором где-нибудь на яхте, Вот Вася. Су, честно сказать, когда все говорят, что ты старый, я, ну, всегда задумываюсь, правда это или нет, ты не прошел, конечно, у нас тест сленга, но при этом... Я тебе... Харабала всегда врет. ты имеешь в виду, но верь при этом, Харабала. да, что он Да, хочет затусить говорит, с Конором, что да? при этом- Никогда не верь Харабала. Вот я вроде не такой, Харабала, потому что старше меня, имею в виду. я не такой возрастной человек, все равно, как ты, и я не знаю, вот у меня как-то... Как ты? Не было Харабала! Извини. Ты не ходил. Не, я к тому, что вот как-то, может быть, то, что уже семейная жизнь началась, у меня как-то вот тусовки, я вообще даже, ну, об этом не думаю, не знаю, там, в 25, может быть, у меня, типа, было желание. Дружище, Какой-то сейчас клуб пройдет пойти. немножко времени твоей семейной жизни. Может скажешь, быть. Конор, where are you? Да, My позвоню. friend, давай тусанем, жене скажешь, я пойду хлеба На куплю. турнир поеду. Я пойду хлеба куплю. Не жди. Нет, так не будет. так Вот не будет. видели выпуск Нурлана Сабурова, когда он ездил к Хабибу? Вот я бы на такую вот я бы вот такой выходной затусил бы с Хабибом, там, с его командой, поиграл бы в футбол, потренировался, пообщался. Вот мне это интересно, к примеру, да? У Конора есть свои плюсы. секси, Яхта, там, Ламборгини рок-н-ролл. и так далее. Вот это вот с Конором, мне кажется. Сегодня вечером в клубе Дидар сидит. С Хабибом. Осуждаем. Да. Ну, давайте, раз о Хабибе заговорили, то я думаю, что нужно тоже эту тему Монстр. Подожди, а ты бы с кем затусил? Ты поднять. же не ответил. Я бы дома бы остался. Не, ну вот у тебя, говорят, Серьезно? у тебя нету дома, у тебя либо к Хабибу, либо к Конору. Не знаю. Ну, я честно скажу, просто у меня вот, ну, к алкоголю уже такое отношение. В молодости, конечно же, я алкоголь пробовал, да, и бывал там, что-то и выпивал. Но у меня сейчас такое... Пробовал. Не, серьезно. На ты! Я был с ним на ты! Нет, ну Ага. серьезно, просто вот, я не знаю, кто меня знает, я даже вот, ну, как-то уже отошел от этого всего. Мне это не особо интересно. Рехаб? Мгм. Или что там? Нет, да просто Как как, отошел? ну, не знаю, перестало быть это интересно. Долговодное. Там, не знаю, мне лучше там, не знаю, Дунуть? ну, например, да нет, шутка. Лучше просто, не знаю, на природу съездить. Я люблю экстрим, вот, и мне реально нравится. Просто Хабиб, и мне что с Хабибом, наверное, было бы не очень весело, что мне с Конором было бы не очень весело. Вот с Исламом, например, там я бы на Да, ты эндуро бы бы поехал, сгонял. да. Я люблю моцики, люблю там сноуборд, люблю, не знаю, там лазать по горам. Вот такое мне нравится. Просто что с одним мне было бы, наверное, скучно, что с вторым мне было бы скучно. Футбол мне вообще пофигу. Футбол не люблю. Вот, не знаю. Короче, это не те два человека, с кем я бы мечтал бы потусоваться.
Окей, а о чем мы про Хабиба? О чем хотели Я переговорить? хотел бы поговорить про вопрос, который задали Дани Вайте на пресс-конференции. Вопрос звучал так: согласен ли Дан Вайт с тем, что Ислам Махачев — это номер один паунд for паунд? Он сказал про Джона Джонса. Да. Мне интереснее другое. Хабиб на пике и Ислам на пике. Кто кажется более каким-то вот, ну, универсальным и интересным бойцом? Сильнее, да? Да. Хабиб, по-любому. Хабиб. На мой взгляд, ну, ребята, это мое субъективное, но чем больше времени проходит от того момента, как ушел Хабиб, тем больше и больше я убеждаюсь, что все-таки Хабиб просто идеальная машина. Идеальнейшая. Лучший. Просто лучший. Я не знаю, кто он ушел и на пике. И вот на пике самый лучший Хабиб. Он ломал, ну как, только Фергюсон, да? Не подрался с ним. Ну, Фергюсон, Пейтис тоже с ним не дрался. В принципе, ну, были те. Миланда с ним не дрался. Были те, кто с ним не дрался, просто с другой стороны, что все, кто с ним дрался, все проиграли. И вот и его путь в UFC, конечно, если сравнивать Ислама Махачева, не такой был, как у Ислама Махачева, все-таки более тернистый. И вот как он себе имя сделал, как он вот это, конечно, на мой взгляд, идеален. Если Хабиб говорить про Нурмагомедов универсальность, первый. если говорить про универсальность, конечно, Ислам более разносторонний боец. Но если брать доминацию, то Хабиб более доминирующий. Вот, кстати, вы говорили только что про путь Хабиба и путь там Ислама, что у Хабиба тернистее, ну, я так не думаю, там у них плюс-минус путь одинаковый. Они сперва, с ними никто не соглашался драться, и они дрались с теми, кто вот этот там Хотчер, потом за титул он дрался вообще с этим, с риэлтором. Бобби Грин. Элли Квинта, Элли а Ислам Квинта. дрался с Бобби Грином С тоже. Бобби Грином. То есть у них плюс-минус история до титула одинаковая, и когда они уже чемпионы, там тоже примерно одинаково. Там есть какой-то супер соперник, и они всех проходят и уже показывают свой класс уже именно в роли чемпиона. Вот в этом плане они плюс-минус похожи. Просто медийный, ну, Сула говорит, наверное, про медийный больше путь. Медийный у Хабиба реально он был первооткрывателем, он принес какой-то там трэш-ток вот этот вот свой, веселый. У него был образ, у него была папаха. Ну, я больше про спортивную какую-то составляющую. Для меня Хабиб по-любому. Я уважаю ваше мнение, но я придерживаюсь все равно. Не, ну я тоже своего. думаю, что Хабиб Монстр, однозначно. в роли pound for pound такой более, как это сказать, не то чтобы заслуженно, а такое чувствуется, что вот это pound for pound. Ислам тоже, но просто, условно, как провел бой Хабиб в споре, да, и как провел Махачев в споре. То есть один его, грубо говоря, уничтожил и доминировал над ним, а второй с ним 5 раундов дрался, но при этом тоже там, ну, как бы доминировал, да, показывал свое превосходство, но чуть-чуть по-другому и чуть-чуть побитие вышел, да. Ну да. Ну, не чуть-чуть прям. Да, нифига себе там. Наверняка зашивали. 100%, я думаю, там, не знаю, швов всем было. Наверняка даже и больно было конкретно. Больно было точно. Зеленкой не обошлись там, да, прям. А уже, по-моему, сечки, кстати, зеленкой не обрабатывают. Ну, в Америке Я точно. прикол же говорю, что... Не, я просто думаю, насколько... Я понял, что... Сейчас бы Нурбек Харабулас, знаете, что сказал про зеленку? Я вот просто... Уже никогда ее не используют, это ваши времена. Уже бы это было. Все уже. Есть много каких-то артефактов прошлого, которые сейчас уже, ну, медицина. Артефактов. Уже говорят. На вашем языке разговаривают. То есть тебе можно говорить про черного лебедя, а мне нельзя говорить про артефакты. Короче, есть много артефактов прошлого, которые... Артефакт, кстати, молодежное слово. Все играют в доту. 2. Там же есть артефакты, да, надеюсь. Вот, есть много артефактов прошлого, которые сейчас... Был на грани. Это был на грани. Ё-моё. Ладно, я никогда не играл, кстати, в Доту 2. Еще какие-то вопросы? Не у кого-то есть? совсем это... Ну, да, понятно. Что? Понятно. Это понятно, Сула. Какие-то темы, Сула, еще интересные есть? Какая тема? У меня, короче, щегол не смог взять 4-й разряд по шахматам. Не за интерес, нет? Нормально. Это же ММА, это Не ментальный хватило шахмат. ему 1 балл. Ё-моё. Ладно, А следующий. как присуждается Ты должен набрать 5,5 баллов. за турнир? Баллы, правильно я понимаю, 2 балла — это типа проход. Нет, 1 балл — это победа, полбалла — это ничья. Ничья. И Я вот просто он сказал шутку про проход. думал, 4,5. что смеяться. Ладно. А ты играешь с сыном? В шахматы? Я знаю правила, но я не умею играть. Я играю преферанс. Играешь преферанс?
играл, ну, я знаю, что за игра, я в нее играл, но именно, Да. типа, сейчас я не играю. Мне очень нравится покер. Вот. Холдем? Да, техасский холдем. Вот, кстати, про шахматы я вот тоже знаю правила, но я играть не умею. То есть это, говорит, это я подразумеваю так, что если кто-нибудь предложит поиграть в шахматы, я откажусь, но при этом как кто ходит, так, то, как кого кушает, я могу, ну, типа, знаю, но при этом у них же там есть определенные там... Испанская защита. Да, вот итальян, это там всё. дофига всех. там Турецкий гамбит. какой дебют, там как нужно делать. Короче, вот эти моменты я не знаю, и типа любой мне может там поставить. Ну, детский мат, наверное, нет. Наверное, не любой, тот, кто умеет играть. Любой проход может сделать. Да. Ну, в принципе, я в детстве чуть играл, но потом я подзабил. Ну, не знаю, я просто... Мне вот чуть не нравится, что люди, типа, приравнивают шахматы к какому-то интеллектуализму. Ну, Я это вообще просто, считаю, что это да. со временем придет. Мне так же в твои годы я так же думал. Сейчас уже, поверь, это придет со временем. Типа, через 20 лет? Ну, возможно, тебе и не хватит 20 лет, дружище. Нет, Тут я к тому, что- это все Вот моего возраста подойти к твоему. индивидуально. Возможно, тебе двадцатника не хватит, дружище. Я не знаю. И, возможно, ты и не поменяешь свое мнение. Нет. Но зато у тебя кружка найза. Да, классная, кстати, кружка. Ну, вот мне интересно, кто сказал, что не считает игру интеллектуальной? Вот. Интересно, мне тоже было бы... Я вот всегда захожу... Ну, сыграть в Не-не, шахматы? Я всегда захожу и читаю комментарии. Вот мне интересно будет почитать мнение людей, что они думают. Типа, шахматы это интеллектуальная игра или нет? Нет, что, типа, интеллектуальная, в смысле, что там работает твой мозг, это да. Я к тому, что это по-любому шахматы интеллектуальная игра. Вообще практически все, что мы в жизни делаем, это интеллектуальные какие-то занятия, потому что, ну, везде, Ну, где мы всё включаем... Окей, а мозг- как ты тогда назвал шахматы Я тогда? говорю, что шахматы, типа, Не развивают. да, играя в шахматы, ты учишься играть в шахматы, но многие просто говорят, что, типа, играя в шахматы, ты начинаешь предсказывать наперед свои поступки, действия. Я считаю, что это Да, да, ерунда. да. Жизни, Нет, нет, в просто жизни. ты просто ты начинаешь принимать правильное решение. Из-за этого ты предсказываешь какие-либо ситуации. Почему? Потому что, к примеру, если твоя жизнь однообразна и рутинна, и тебе не нужно предсказывать те или иные события, потому что ты знаешь, что произойдет. Но когда ты играешь в шахматы, в этой твоей жизненной парадигме, твой мозг начинает задумываться уже о будущих ходах. И вот в этом плане, допустим, ты только так можешь... А как ты еще можешь... А в шахматы причем? Зачем мне для этого шахматы? Ты Ходить буквой «Г»? ты же ходить буквой «Г» можешь не всегда. И если ты пойдешь в определенную буквой «Г», ты проиграешь. Так Если ты хочешь играть в шахматы только для того, чтобы совершить какие-то ходы, то да. Но если ты играешь в шахматы, чтобы одержать победу, в таком случае тебе нужно будет пойти буквой «Г» в тот определенный момент времени, рассчитывая, допустим, совершить какие-то определенные действия. Не просто так. я не Вот это как согласен. вот, допустим, Дидар сказал, я знаю правила, вот, да, вот это вот чисто знаю, да, вот можно конем пойти так, офицером пойти так. Но если у тебя стоит задача одержать победу, в таком случае тебе однозначно просто правил знать мало. Тебе нужно подумать. И еще плюс к тому, что с той стороны сидит чувак, который тоже хочет тебя выиграть. И в этом плане, конечно, шахматы — это максимально эгоистичная игра. У меня, короче... Все зависит от тебя. У меня есть Все одна... зависит от тебя. Да в жизни- И зависит от тебя Всё. не от того, что ты хорошо пишешь или хорошо что-то придумаешь, а именно от того, насколько хорошо работает твой мозг. Вот это- Причем здесь шахматы? Сула, Можно это скажу? в любом аспекте жизни так. Типа, все зависит от Нет, тебя. нет, Каком нет? нет, подожди, стоп. Все зависит от тебя, но все относительно. Ну, я в Как в какой-то шахматах степени, не, я в Стоп, какой-то стоп, степени стоп, с Сулой стоп, согласен. Подожди, вот, допустим, к примеру, вот мы сейчас с тобой общаемся, да? Кто-то из нас победил? Нет, мы ни на что не Вот, играем. вот. А в шахматах ты тоже ни на что не играешь. Но там есть победитель. Ты там проигрыш. играешь, конечно. Там Но есть правила, чтобы победить, тебе нужно приложить именно умственные... какие-то а шаги. при чем Нет, здесь хорошо, жизнь? Михаил, все окей. Короче, у меня есть история про шахматы. У меня дедушка и дядя, они всегда играли в шахматы, это их любимое занятие, а я был маленький. И я всегда, типа, пожалуйста, можно я поиграю? Потому что я знаю правила, но я не умею играть, поэтому им со мной было неинтересно играть. Короче, Эгоистично. да, и дядя говорит, ну ладно, я с тобой сыграю, но проигравший будет там то ли убираться, то ли посуду мыть, короче. Я случайно его выигрываю, и дядя до сих пор не говорит, я не помню этого, типа, я не знаю этого. Приколю тебе детский травм ты придумал. Просто ты мыл посуду столько времени уже. Такой, я выиграл. Я точно выиграл, я помню. Я вот так вот слоном вот так поставил туда, и там был мат. Это
Просто, знаешь, слона отсюда сбил просто его фигуру. Ладно. Это что шахматы-то? Не было такого? Не было? Это Чапаев, по-моему, да? Не было такого? Это что такое? Вот так вот пинаешь, типа, фишки, и они сбивают. Да. Это играли в детстве? Шахматы, да? Это шахматы, да? Вот Это я Чапаев. Нет? Нет, я играл конкретно в шахматы. Не знаю, я просто знаю людей, которые там, ну, не гроссмейстеры, но прям очень высокого разряда шахматного, и они по жизни прям ничего не добились. Не, ты здесь тоже считаешь, нет, ты не с той стороны делаешь. Ты абсолютно в этом... Я не хочу эту тему развивать, Михаил, но думать о том, что, допустим, к примеру, умный человек равно богатство, это неправильно. Абсолютно нет. Абсолютно ты здесь в этом плане... Это Чё ты тогда играешь в шахматы? не для того, чтобы... Ну, дружище... Я так не не сказал, все что... Я не сказал, Нет, что умный ты человек приравниваешь ум и финансовый какой-то... Нет, он доход. сказал успешный. Это Я неправильно. сказал успех. Он сказал Хорошо, успешный. успех в чем определяется? В деньгах? Да В не деньгах только, в определяется? семье, В деньгах. Тогда тоже в деньгах, в деньгах. тоже в семье. То есть Хорошей семье, в деньгах. у этих гроссмейстеров ты бы как определил его успех? Вот который ты говоришь. Неудачники по жизни. У них с семьей ничего не задалось, с бабками ничего не задалось, с работой ничего не задалось, в шахматы играют хорошо. Успех равно... Я считаю, что успех в жизни — это равно смелость, но не ум. Ну, и они не смелые ботаники. Вот это вот и Ничего была. не стало. Но это не ум. Я не сказал ум, я сказал успех. Не, Я не сказал ум. Хорошо, Ты сказал интеллект не равно ум. Я не сказал интеллект, Сул, что? ты свои слова говоришь на меня. Что ты сказал? Я сказал успешные, не стали успешными. Вот, гроссмейстеры. Ну, около того. Вот я и говорю, гроссмейстер, то есть интеллектуальный, у которого соображалка работает. Да не сказал бы, что у них соображалку. Они по жизни не умные. Вот, Они умные в шахматах. так, вот хорошо, интеллект, поэтому я говорю интеллект. Ум и интеллект — это разные вещи. Так я же не говорил другого. Вот я и говорю, интеллект — это не равно успех. Так я не понял, а в чем тогда смысл был им играть в шахматы? если у них ничего нет? Успех — это равно смелость. А шахматы помогают смелому человеку добиться большего, чем глупому и смелому. Я надеюсь, объяснил тебе правильно. Ну, я твою мысль-то услышал, но я с ней не согласен. Ну, Ну, и, слушай. и неудивительно, да? Просто не играю в шахматы. Было на этой неделе еще бой Александра Шлеменко и Алексея. Или все уже, да, у тебя по времени? Я не знаю, Виктория. Кончен. Виктория что-то машет нам. А, уже час, окей. Я думаю, в принципе, много чего обсудили. Офигенно пообщались. Особенно про Кто-то шахматы. чихнул еще, это, видимо, Виктория, будь здорова. говорит о завершении. Прям очень Всё так громко от было. души. Говорит о Прям завершении. очень громко. У вас все нормально, Виктория? Это не Виктория была, да? Нет, я слышал. Это я... Мне кажется, тот, кто так чихнул, уже не может ничего говорить больше и смеяться. Мозг где-то Так на может только стене Виктория, да. через нос вылетел. Друзья, спасибо всем, что смотрели сегодняшний наш Найза Дай подкаст. Мы вернемся к вам обязательно через неделю. Пишите о том, как вы относитесь к шахматам в комментарии обязательно. Также пишите о том, кого бы вы хотели бы увидеть в следующем бою с Исламом Махачевым. Про потенциальный поединок Ислама и Шавката тоже пишите. Сула задал тему достаточно интересную. Не забывайте про социальные сети наших сегодняшних участников. Сула наш боец KZ. Если будет графика на экране, то она обязательно вам подскажет, где за ним следить. Также не забывайте, что у Дидара есть свой подкаст, Сарбас подкаст. Подписывайтесь на социальные сети Лиги Найза. Это и наш YouTube, на котором вы сегодня смотрите этот выпуск, и наш сайт Найза ТВ. Там можно приобрести мерч. Скоро будет новый завоз. В социальных сетях вы узнаете о том, где можно... Не где можно, можете просто посмотреть на новые худаки, они классные. Также, возможно, там еще остались чашечки Найза, хотя они были лимитированы. Если у вас есть, поздравляю вас. У нас есть еще и ТикТок. Там тоже много всего интересного. Всем спасибо. Всем пока. Аривидерчи.